На предприятиях «Газпром-Трансгаз» Томск в Якутии большая часть сотрудников – это местные жители. Об этом сообщил генеральный директор компании Анатолий Титов в ходе встречи с премьер-министром Якутии Галиной Данчиковой. Также подписано соглашение об информационном взаимодействии между правительством республики и «Газпром-Трансгаз» Томск. Стороны договорились об информационном обмене по вопросам, связанным со строительством магистрального газопровода «Сила Сибири». В этом году на территории Якутии планируется проложить 301 километр трубопровода. Галина Данчикова заострила внимание на синхронизации планов по доставке грузов речным транспортом для «Силы Сибири», учитывая, что сегодня полным ходом идет подготовка флота к предстоящей навигации. Также руководитель «Газпром-Трансгаз» Томск Анатолий Титов провел рабочую встречу с главой Якутии Егором Борисовым. Они обсудили ход строительства газопровода «Сила Сибири» и привлечение трудовых кадров из числа жителей республики, а также сотрудничество компании с вузами страны, где обучаются студенты из Якутии. Предприятий, которые находятся на территории республики для обеспечения как строительства, так и обеспечения жизнедеятельности уже наших предприятий. Что значит наших предприятий? У нас в Ленске открыто линейное производственное управление «Газпром-Трансгаз» Томска. У нас открыто РУСО в Алекминске, в Алдане, в Нерингре. Это только лишь по республике Якутия, которые после строительства будут тоже превращены в линейное производственное управление. Считаю, что наша компания с работой справляется. Дальше мы намерены еще наращивать эти объемы, и в том числе по видам работ. И заходить уже на более специализированные работы, которые требуют соответствующей квалификации и соответствующего опыта.